Почему, несмотря на то, что у нас есть целая партия аул, несмотря на то, что вы считаете, произошел кардинальный перелом сознания, необходимость, важность развития отечественного сельхозпроизводства, тем не менее у нас импорт продовольствия растет в процентном соотношении, в долях как бы, и в совокупности? Сразу хочу немножко отделить, да, вот вы тоже сказали, у нас есть партия аул, вот недавно мой оппонент тоже Но ее нет в парламенте, именно в этом причина. Вот смотрите, недавно, вот буквально позавчера мой оппонент тоже, вот вы столько лет, партия аул, а вот вы допустили то-то, то-то. Ребята, ну извините. С другой стороны, мы об этом говорили и неоднократно. Предупреждали. Не только предупреждали, и говорили. И вот, наверное, благодаря этому, возможно, благодаря этому, в своей инаугурационной речи 26 ноября президент, вновь избранный президент, первой назвал проблему села и сельского хозяйства. Здесь Раз. Вторая неувязочка. Ваша партия знаменита тем, что всегда выдвигает, не поддерживает действующего президента. Она выдвигает своего кандидата. Нет, почему не увязочка? Нет. Второй момент. Именно первым он подписал указ с поручением правительства разработать концепцию развития сельских территорий. Согласись, Рахим, конечно, для любого политика, и в том числе для президента, с точки зрения там, электоральных вот этих вещей, с точки зрения рейтинга, наиболее популярный такой вопрос. А давайте вернем все, что вывезено за границей. Он бы, наверное, больше получил бы там аплодисментов, чем концепция развития сельских территорий. Она тоже проблемная, но это еще больше бы, допустим. Нет, он сознательно пошел на то, чтобы развитие сельских территорий первым поставить вопрос. И в этом, наверное, немалой степени заслуга. Если бы никто не говорил бы об этом, если партия аул молчала бы об этом, может быть, об этом и не вспомнил. Ну, дальше красивым словом урбанизация прикрывались бы и мечтали бы, когда у нас в Казахстане останется 10% сельского населения, как в Швеции.